Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона редактор Мария Ким. Со мной мои коллеги Николай Слепцов, Айдын и Мария Новгородова. С Новым годом! У нас сегодня в студии команда онлайн-школы «Селись», где они обучают русскоязычных якутов родному языку. Настя Бурцева, контент-креатор. Здравствуйте. Дилара Николаева, руководитель, и Елена Стручкова, преподаватель якутского языка. Здравствуйте. Здравствуйте. С Новым годом. Здравствуйте. Ну и этот Новый год вы начинаете практически с нас. Спасибо вам большое, что приняли наше предложение прийти и рассказать про вашу школу. Расскажите, когда пришла идея, плюс расскажите о сегодняшнем знаменательном событии. Все хотим знать. Спасибо всем. Добрый день. Наша школа совсем новая, молодая, можно так сказать. Школа якутского языка по обучению якутскому языку. В 2024 году, в августе месяце, к нам поступило предложение. У меня есть своя языковая школа. Английский язык, Wow English. И там мне поступили несколько предложений, почему, если вы языковая школа, не обучаете якутскому языку. Ну, как бы тоже логично, да? Да. И как-то это на связке пошло. Потом я подумала, сделали несколько анкет, опросили людей, ну и пришли к выводу, что действительно это требующий работе школа. Ну, то есть есть спрос у людей. Почему бы и нет? И мы тестово начали с сентября месяца. Не очень рекламировались, абсолютно. Просто потихоньку шли. И вот с сентября месяца в тестовом режиме взяли нескольких людей на обучение и пришли к выводу, что действительно это важный проект, и то, что школа нужна людям. И сегодня радостная новость. И сегодня радостная новость. Буквально вот час назад я получила сообщение о том, что я стала резидентом квартала труда. Нашего кластера знаменитого. Поздравляем вас от всей души, всю вашу команду. То есть наша команда. И, конечно же, этот год, 25-й год, ждет нашу школу очень большие планы. И с помощью вот квартала труда мы реализуем наши проекты общественные. Возрастная категория, которая может обратиться к вам за помощью? Ну, предварительно мы поставили с 6 лет. Школа у нас онлайн, очень доступная, могут обучиться из разных стран, не только из России, да, можно так сказать, из разных городов, из разных сел. С Мирного, например, у нас учатся, с Мирного города Мирный. И мы обучаем не только русскоязычных якутов, мы обучаем всех, кто желает. К нам обратились даже из Турции. Напрямую. Международная практически школа. Да, и поэтому я пришла к выводу, мы все пришли к выводу, что наша школа охватывает большую карту, можно так сказать. Получается, буквально за 4 месяца и такой хороший старт у вас получился. А команда как собиралась? Вот я хотела бы узнать. Так, начну, да? Я начала с Диларой работать еще в августе 2024 года, как раз-таки в онлайн-школе английского языка. То есть в качестве контент-креатора. И как-то, помнишь, да, вот у нас этот Autumn Fest был. И мы представляли нашу школу. И как раз-таки тогда у нас в школе появился якутский язык. И мы как бы людям, как сказать правильно, делали игры, в общем, проводили игры, да, точнее, И как-то я так сняла на видео, выложила в Reels, и он прям, хорошо так зашел, да, залетел. Мы вообще были в шоке от этого все. Различные паблики начали нас репостить. То есть, да, в социальных сетях. Вот, и таким образом, люди начали узнавать нас. И вообще вот эти игры были вообще простые абсолютно. На родном языке. Да. То есть перевод слов. Перевод просто, слов. Да. Просто с якутского на русский. Я, кстати, видела, да, вспомнила. И всем эта игра очень зашла. Мы эту игру еще плюс повторили на фестивале Кюрегей, который прошел недавно. И там тоже большой охват был. И вот с помощью Настеньки, можно так сказать, да, которая она реализовала видео и выложила в соцсети, оно прям вот бурно пошло. Молодец, Настенька. То есть потом мы придумали рубрику, называется «3 секунды». Да. Как раз-таки там наша преподавательница Наталья, она сидела, да, и условно
говорила, как будет там, ну, условно, стол на якутском, и потом За там, 3 секунды. да, за 3 секунды люди, получается, должны, ну, перевести, вот, и, ну, мы увидели, что есть, так сказать, интерес к якутскому языку. Ну, вот смотрите, что это дало, да? Люди начали задуматься. Действительно, просто обычные слова, оказывается, я не могу переводить на якутский язык. Буквально. То есть в обиходе, в быту люди используют больше русских слов, чем якутских. Вот об этом начали задумываться. Люди сами тоже говорили: ой, какой позор, оказывается, я не знаю, типа такого. Родного языка. Да. И мы сами тоже с этим столкнулись. Ну что ж сказать, у меня дети русскоязычные, да, и кто мне поможет, если я не сама, если я не реализую школу, да, чтобы моим детям помогло. В первую очередь, так сказать, да. Но это не совсем эгоистичная цель, я вам могу сказать. Мы сообщество всех людей, которые именно цель у которых популяризировать якутский язык, обязательно ставить свой вклад. Это не только про деньги, не только коммерческая деятельность. Мы вот такие идейные, можно так сказать, энтузиазисты, вдохновители. Практически одни из первых попадет Ну да. в формате. Вы как пришли в школу? Ну, я через объявление. Через объявление. Ну, я сама искала такую работу. Я сейчас сама на пенсии сижу, но хотелось бы, вот все равно не хочется, да, свою деятельность оставить, преподавателя. Сейчас проблема. Дети. Вот, да, как учитель якутского языка. Вот. Как вы видите в общем вот эту вот картину? Вот, Сознание. В этой школе я веду урок клуб разговорные речи на разные темы, на традицию и культуру народа Саха и обычные будни, на любые темы. И там мы и можем еще какую-нибудь литературу, произведение читаем и анализируем, чтобы это разновозрастная, чтобы они умели разговаривать на якутском языке. Но я сама вижу проблему, конечно, это сейчас данная проблема, даже она пришла в мой дом. Хотя у меня ребенок учился в сельской школе, мы переехали в Якутск, и у нее уже среда поменялась, и она уже сейчас разговаривает на русском. Очень быстро. Адаптировалась. Да. И как бы и хорошо, но родной-то язык да, забывает. конечно, она уже на обычные вопросы, все на русском языке. Это среда. Среда, она опасная, да, если вот среда русскоязычная. Но мне самой очень хочется, чтобы народ наш не забыл свой якутский язык. Хочу помочь. Поэтому я пришла к этой школе. Но я сама искала такую работу. Ну вот как-то сразу вот так получилось. Да, звезды А возрастная категория, которая вот к вам приходит, разные? А вот клуб разговорной речи, там разновозрастная. 18+, это для взрослых. Это для взрослых. Ну, то есть, смотрите, это каждую неделю по четвергам в 7 часов ведется онлайн, и там определенная тема. Например, в этот четверг, следующий четверг, тема танха, святки. И вот есть ведущий, есть модератор, и люди заходят, и ведущий, например, Елена спрашивает вопросы, говорит, и все это должно быть на якутском языке. То есть человек входит в среду. Ну вот представьте, да, вы русскоязычные, хотите говорить на якутском, немного понимаете, но стесняетесь говорить, и вот ваш шанс говорить на любимую тему, можно так сказать, да? Как умеете. Как умеете. Кстати, вот основная наша миссия, можно так сказать, и цель, мы ни в коем случае не стыдим людей, как модно говорят, шейминг, да? Мы не стыдим ни в коем случае. О том, что они якобы не знают вот свой родной язык. Вообще мы против этого. Мы, наоборот, заботой, с любовью, обнимая, обучаем всех, что вы не один, приходите к нам, мы вам поможем. Вот так.
А вот ваш формат онлайн-школы именно по изучению якутского языка, есть ли какой-то еще пример у нас по республике? Вы же, наверное, изучали, смотрели. Вот точно конкретно сказать, что есть вот такая школа, которая заявила, мы, честно, не нашли. Но наверняка есть репетиторы, которые этим занимаются, частные, да? Частники. Да. Ну, даже этих не знаю. Частники. Я, например, не знаю, я везде ищу только для работы, да? Таких даже, по-моему, нет. Вот сейчас указ президента Исаия Николаева Сергеевича, да, вышло о том, что нужно популяризировать якутский язык. Вот без языка народа не будет. Да. И мне кажется, сейчас начнут работу, точно, очень многие. И вот наша цель не только обучение якутскому языку, но и создать среду. Вот именно среда. Вот даже просто вот вчера мы буквально разговаривали, что можно просто организовать какие-то мероприятия, где мы показываем быт, культуру, традиции детям. Ну, например, дети даже не знают, вот, какие игры играли, да, наши предки. Почему бы и нет, да? Какой-то, не знаю, обряд алгыс. До этого мы проводили летом. Настя тоже главным руководителем, можно так сказать, была в Махтале ресторане, встречи на якутском языке. Первые у нас были... Настя, может, расскажете про это? Первые гости у нас, получается, были вот как раз-таки медийные люди, которые переехали в Казахстан. И, получается, находясь там, они, как бы сказать, поняли свою, так сказать, идентичность, что все-таки они народ Саха. Очень отделились. Да, сильная тоска по родине, там и так далее. Вот. У нас тема как раз-таки была именно любовь к якутскому языку и вообще к нашим традициям, можно так сказать. Очень много людей пришло, кстати, да. 3 встречи, разные темы, да. Но это же о чем говорит, о том, что тоже люди нуждаются в таких сообществах. Интерес есть. Интерес есть обязательно, да. Мы хотим продолжить. И в связи с этим я бы хотела поблагодарить нашего маркетолога Венеслава Горохова, который самый первый поверил в наш проект. Он довольно-таки известный в Якутии маркетолог. И, Венеслав, если ты нас видишь... Огромный привет. Да, огромный привет. И мы тебя очень благодарим за веру и поддержку. Ну и дальше, да, если слова благодарности сказала, Светлане Валерьяновне Дидюкиной, моему куратору, который тоже поддержал наш проект. С помощью ее мы записали видеокурсы на якутском языке. Еще хотела бы поблагодарить Элину Вензель, которая с нами очень тесно работала и поверила в нас. Это наша подруга, тоже контент-креатор. Поэтому и всем, кто поддержал нас на этом пути, всем, кто вообще призывает свою помощь какую-то, да. И хочу сказать, мы рады любой помощи. Мы уже даже подготовили инвесторское предложение. Если кому интересно, найдите нас. А вот то, что вы статус резидента получили в квартале труда, будете находить, для вас это еще же плюс большой? Конечно, конечно. Какие плюсы вас ждут? Во-первых, это очень много план мероприятий, которые вы там же будете все проводить. Да, обязательно. Во-вторых, это не только там проведение чего-то там культурных, общественных мероприятий, да, это какие-то конкурсы будут все равно, и обязательно какие-то встречи будут интересные. Ну, то есть идей и планов у нас очень много. И тем более мы очень креативные люди, творческие. По вам видно очень сильно. То, что у вас такие большие планы, это же все равно означает то, что у вас есть к вам интерес большой. И люди к вам идут, они хотят знать свой родной якутский язык. И, допустим, я решила подкрепить, как-то еще укрепиться. Деринник Беляри. Вот, Деринник Беляри. Куда мне нужно будет обратиться, на какую кнопку нажать, зачем, куда и как? Вот мы и знакомы, конечно, Дилара, с тобой, но пошагово нужно объяснить нашим телезрителям и радиослушателям, куда пойти за помощью. Ну, во-первых, это 2 ГИС, СИЛИС,
нажимаете просто, да, там у нас есть номер телефона, обращайтесь напрямую к администратору, она вам ответит с удовольствием. Также по соцсетям у нас идут ссылки, очень много, где есть предварительная запись. Кстати, насчет курсов, курс у нас уже с 13 января стартует, это уже индивидуальные, а вот с февраля мы начинаем интенсивный курс групповые для детей и для взрослых. То есть там тоже ограниченное количество. Ограниченное количество мест, но не нет никаких ограничений по возрасту. Нет, абсолютно нет. Ну, как я говорила, да, нас пишут с разных стран, абсолютно. Карта у нас широкая. А люди пишут в возрасте, и не стесняясь вообще об этом, да. Ну, то есть человек с возрастом все равно осознает, что ему нужен якутский язык. А вот как говорят, да, и Лена говорила, что когда вот знающий свой язык, народ, да, он, как в якутском языке, это тирахтах полар. Стержень. Да, какой-то стержень, уверенность, и даже взгляд другой. И даже если вот он идеально не говорит на якутском языке, да, но хотя бы знает быт, культуру, традиции, изучает историю, да, знает, откуда он родом. Мне кажется, такой человек очень сильный духом. Это национальная принадлежность такая, да? Вот, Бхейсахалар. Сайды он не хатарбулач. Конечно. И по возрастным категориям хотела бы узнать. К вам приходят разновозрастные. В любом случае, вы, наверное, уже такой анализ проводите. Вот с ними, да, есть, как бы, ну, вот с ними маленько можно как-то так поработаю, да, действительно. Но вот за ними прям будущее. Нет, наверное. Это, конечно, да. Разновозрастной можно, да, на якутском. Вот со стороны набегает и тухтугу хулуритеркер. И бегает он и учет тухтахкан. Обязательно учет. Я еще немножко не поняла вопрос, извините. Ну, по детям посмотреть, как, ну вот, да, действительно, вот на них какое-то влияние среда оказывает. Ну, еще можно исправить, как-то можно все это с этим поработать. А есть, ну, люди, которые вот приходят, можно просто сказать, там, чисто из любопытства. Есть такие? Есть такие, Влади. Такие были, и, мне кажется, будут. И очень много будет. Ну, то есть все равно. Но с их стороны никакой критики, ничего. Нет, абсолютно. Ну, даже если будет критика, мы к этому готовы. Это вас не останавливает. Да, это не останавливает. Ну и можно сказать, что мы люди действия. Мы не любим очень много говорить. И вот всегда же говорят, что человек потом опять это забудется, сдуется. Да? Но я хочу сказать, что, ну, наверное, громко скажу, да, но не знаю, я человек, который просто так не сдается. Это во-первых. И я очень верю в нашу команду, которая вот действительно болеет за наш якутский язык, за нашу школу. Поэтому за спиной у меня и впереди у меня очень много таких хороших людей, которые будут поддерживать на моем пути. Ну и без трудностей что? Ничего нету без трудностей. Да, ведь? Всегда есть во всем трудности. И в этом и, наверное, философия жизни, что ты познаешь какие-то ошибки, где-то там убираешь, да. И поэтому мы сразу будем действовать, точнее, уже действуем. Ну, вот так амбициозно замахнулись именно на такой проект, где действительно, да, это же большая проблема. Это большая проблема. Это большая проблема. Не знаешь своего языка, ты практически никакому народу ты и народ теряется. Ну вот еще я заметила, что чаще пишут девушки и мальчики, можно так сказать, возраста 20, ну, студенческого возраста. Те, которые вот поехали учиться в центральные вузы, ведущие вузы нашей страны. И они там, по-моему, ну, это с давних пор же, да, такое, что когда вот переезжают в другой город и начинают жить, они начинают скучать по родине, слушают якутские песни. И тем более, это если русскоязычный, он начинает вот все, оказывается, мне нужен якутский язык, надо учить. И они вот прям целенаправленно идут и целенаправленно начинают учить якутский язык. Прям у них очень мотивация большая, огромная, и действительно знают цель. Вот если вот по разновозрастным группам, если так сказать. Ну а детям что? Детям это через игры, конечно же. Детей, к сожалению, они сами не хотят. Мы сейчас отойдем буквально на 4 минуты на рекламу и продолжим нашу беседу.
мы продолжаем нашу программу. И буквально до ухода на рекламу мы говорили, уже перешли к нашим самым главным героям, к детям. Дети как воспринимают ваше обучение? Дети, к сожалению, вот родители заставляют их. Они не приходят к тому, что я должна учить якутский язык. Ну, русскоязычный ребенок, да, я по своим детям смотрю. Но если работать с родителем, да, как, например, мы работаем тоже отдельно, и посмотреть, то если родитель напрямую будет говорить честно с ребенком о якутском языке, о важности, да, о роли и в его жизни в будущем, как оно будет влиять, дети задумываются. Например, вот мой ребенок, старший, 12 лет, она вообще абсолютно русскоязычная. С 4 лет читает книжки, пишет, считает. Но как-то так получилось, не знаю, что она стала вообще совсем русскоязычной. Окружение, среда. Окружение, среда. Мы жили в Батагае 4 года, и там вообще все русскоязычное. И вот как-то она стала русскоязычной, мы привыкли с ней общаться на русском дома и вне дома. И так получилось, что все так и пошло. Она вообще сопротивлялась учить якутский язык. Мы просто так говорили: ты должна говорить на якутском языке. Типа так. Ну, на своем. Ну, зачем, почему? Ребенку же нужно зачем, тоже. почему? Зачем, почему? Зачем? Она все равно, даже если она не спросила, она все равно задумывается: а зачем? А почему? Потому что окружение это понимает ее прекрасно. Ей комфортно в своей среде, да. И вообще, это как-то для нее это не проблема. Но потом я вот начала как с корней. Нюрба-Марта. Да, с корней, с папиной стороны очень сильные люди, да, с моей стороны у меня есть дядя, который пишет на якутском языке, который за якутский язык, Валентин Павлович Иванов, выпустил уже, я боюсь ошибаться, но 3-ю книгу, по-моему. И как так? Да? И я начала рассказать: вот у тебя бабушка была, мать героини, 11 детей воспитывала, вот у тебя другая бабушка, которая вот поет песни, горловые песни. И вот это все рассказала, начала интересоваться, начала спрашивать, что да как, кто, где, когда. И вот действительно она начала понять ценность якутского языка. И оттуда она сказала: все, я хочу учить якутский язык. А вот сыном, он был маленьким, и мы сразу же, к тому времени мы уже с мужем, ну, как сказать, задумались, осознали, что действительно нужно говорить на якутском, и мы его сразу отдали в детский сад Тулукчан, в якутскую группу, а потом в якутскую школу, ну, в якутский класс. И вот сейчас он понимает, говорит на якутском языке. Ну, совсем не говорит, да, но понимает. Уже начало есть. У нас телефонный звонок. Наушники наденем, чтобы слушать нашего зрителя или слушателя. Алло. Алло, здравствуйте. Добрый день. Ага. Приветствую всех. Мы вас тоже очень приветствуем. Новым годом, там, со всеми праздниками. Спасибо. Вас также. И я вот, ну, конечно, это очень-очень-очень сложная и интересная тема. Я тоже преподаватель якутского языка и литературы. Но тоже, так как сначала была учителем пения, а потом заочно окончила ЕГУ, якутское отделение. И потом пришлось мне работать в городе Якутске. И мне пришлось работать только именно с теми, кто не знает якутский язык. Да. Сначала я работала в Марсинской школе с 1988 года. Ну, это как практика у меня была. Все равно учила детей. А потом, когда окончила в 90-м году, я же заочно училась, а в 90-м году окончила университет, и как раз мне выделили место в 23-й школе. Там была новая, это самое, как сказать, тема, или как, ну, новое такое направление. Ага. Учить городских детей, которые не знают по-якутски, да? Ага, якутскому языку.
И вот я вот работала в этой школе 3 года. Мгм. И, конечно, я как специалист все это самое их обследовала И пришли к выводу, и пришла к выводу, что надо совсем методику надо менять. методику обучения. Методику. Мгм. Я свою методику тоже создала. Ну, в смысле, создала алфавит для обучения. Мгм. Не знаешь, якутских детей. И не там 41, там все русские там эти буквы, да, а только вот, которые употребляются в якутском языке, 27 Коренные. букв. Мгм. 27 букв. Слушайте, да? Мгм, Да. да, мы вас Ага. слушаем внимательно. Мгм. Ага, и стала их это самое учить именно по такому алфавиту. И, конечно, я добилась успехов. Даже мои дети в викторине к столетию Аюнского заняли первое место, опередив даже национальную гимназию. В 93-м году, да? А представьтесь, пожалуйста. А? Представьтесь. Меня зовут Светлана. Я живу в Якутске. Светлана Чеевна. Иннокентьевна. Светлана Иннокентьевна. Мгм. Мгм. И вот я хочу вот потом я работала в 16-й школе. Мгм. Ну, это по обстоятельству с директором не поладила в 23-й школе. Мгм. Потом перешла в 16-ю школу, и там совсем все русскоязычные дети из Армении, из Бурятии, Мгм. и редко-редко только якутские дети встречались. И вот я работала тоже там больше 10 лет. И вот хочу я поделиться опытом, и чтобы мне дали контактные телефоны, я могу советы давать. Хорошо, Светлана Иннокентьевна, спасибо Спасибо. большое. Ага. Спасибо. Спасибо. Мгм. Продолжим нашу беседу. Ну, контакты, я так понимаю, что, скорее всего, Светлана Иннокентьевна сможет, уже позвонив к нам Мгм. позже, да? Мгм. Да. Я передам. Спасибо. Светлана Кентьевна, кстати, затронула очень такую тему, которая вот про методику обучения. Мы насчет этого тоже очень много думали. Очень много было споров. И вот в школах учат ФГОС. И вот действительно по ФГОС-системе. Да? Есть определенные часы, сколько-то часов, например, там 120 часов. К сожалению, в нашей школе разговорной, да, где мы обучаем разговорному якутскому языку, это не подходит. Здесь вот Елена подтвердит тоже, какой-то там сильной методики не нужно. Наша цель, если даже после 8 занятий, если ребенок вместо «привет» скажет «утёкюнне», это будет огромная наша вот победа, что вместо «спасибо» «махтал», да, это будет огромная победа наша. Е, ага. Да. Вместо вот обыденных слов, да. И мы не прям так учим, чтобы он говорил вместо «бедря» солур. Да, например. Вот, кстати, да. Да. Вот пускай говорит мультик. Да, пускай говорит не угуян, а мультик, да. Оюлук болбата. Оюлук, точнее, извините. Оюлук. Я недавно сама узнала тоже. Да. Пускай говорит мультик, как мы вот в обиходе говорим, да, привыкли. Да, мультик, мультик. Мультюки. Лоска, вот так. Просто обычные слова. Мы вот стремимся к этому, чтобы ребенок потихоньку, комфортно зашел. Не только ребенок, вообще все. Комфортно, потихоньку зашли именно в якутский язык. Если ты прям начнешь, нет, ты неправильно говоришь, надо говорить солур, не бедре, да? Это уже сопротивление. Все по районам это все. Это же уже сопротивление, да, ведь? Поэтому вот... Это уже какая-то форма агрессии, начинается спорные. Поэтому, Светлана Иннокентьевна, благодарю вас, что затронули эту тему, и мы с удовольствием ждем вас к нам, побеседуем, посмотрим. Тем более у него опыт есть. И еще методика своя, да. благодаря которой они такие результаты-то добились. А вот я хотела у вас спросить, как вы узнали о команде вообще Дилары и пришли к ним? Ну вот, как я уже ранее рассказывала, то есть благодаря тому, что мы вот снимали множество роликов на якутскую тему, вот, и как-то Дилара мне, написала, давай встретимся. Вот, и мы встретились, и, в общем-то, начали обсуждать как раз-таки, что если давай откроем школу якутского языка.
Вот, и поначалу какой был настрой? Сначала, очень долго. Нет, недолго думали, мы рассуждали много. Там различные плюсы и минусы. Боялись даже? Да, боялись, Но потом решили, почему бы и нет? Да, почему бы и нет? Зачем долго думать, если можно сразу реализовывать идеи? И что, да, действительно есть проблема, и, может, ваша форма поможет, да, кому-то узнать побольше свой родной язык, получше свой родной язык. Я хочу сказать, что все равно вот первый год у нас будет очень сложный год. Мы будем везде тестировать, мы будем это все пробовать. Это для нас все новое, не только для нас, для людей это все новое. И мы будем смотреть, анализировать. И мы не скажем, что через год всех мы научим якутскому языку. Это нет, точно нет. Все равно это долгосрочный проект. Мы об этом знаем, мы все осознанные люди, мы все взрослые люди. Поэтому каких-то таких больших обещаний, что мы через год там 500 людей обучим, нет. Такого нет точно. То, что вот Настя говорит, да, что мы приходим. У нас всегда так. Настя, давай, пошли. Делай. Конечно, это через боязнь тоже идет. Боишься, что осудят тебя, будут тыкать, да, то, что это неправильно, так неправильно, но вот в последние... Вы все неправильно, да, это вначале всегда страшно, а потом в соцсетях, да, действительно, у нас вообще прям... В соцсетях какая-то Уже было очень много. Я даже знаю, хотя я не видела, но я знаю, что, наверное, нападение уже было, наверное. Там страшно нас обсуждали, страшно по нам тыкали, но такие люди всегда будут. Всегда. Кстати, без них никак, без них никак. Они мотивируют, да, движение делают. Очень полезные. И мы на такой вот агрессию не отвечаем абсолютно. Мы всех понимаем. У каждого свое мнение. Но больше всего они по какому именно моменту там какие-то триггерят сами? Вот те же слова, которые мы вот переводим. Так неправильно, это неправильно. Вот это все. И, может быть, и неправильно, мы не знаем же точно. Мы просто говорим то, что есть, да, что люди используют, что говорят. Какие-то темы, да. Вот видео было, которое вообще страшно популярное стало, где говорит, кто я, чужой среди своих, или свой среди чужих. Вот это прям вообще полетело. Ты, значит, там манкурт говорили, так кто-то такой, там ты кто-то. Вот очень много было негативных сообщений. И наоборот, это с одной стороны. И наоборот, люди были, которые, вот, я такая же, надо учить якутский язык. Типа так. Таких людей очень много было. 50 на 50. Это вот как раз-таки Элина Вензель придумала. И его же муж снялся на этом видео. Но он сам прям очень говорит на якутском языке. На самом деле. Хорошо. Хорошо. Да. Но просто он стал актером и вот попался, можно так сказать. Начали обсуждать. Конечно, тяжело. Все равно в любом случае, да, такое все выслушивать. Но вы же не придумываете это откуда-то. Мы же понимаем, что это один из ходов тоже маркетинга. Да, ведь реклама. Это тоже, с одной стороны, мы тоже понимаем. Я не только там лингвист, да, или учитель, да, я еще плюс бизнесмен. С этой точки зрения тоже мы смотрим, где там можно зайти, не зайти и так далее. А у нас везде так. Поэтому мы это знаем, осознаем и ничего не говорим абсолютно. Мне нравится онлайн-формат тем, что опять вы очень хорошо адаптировались практически под современные реалии, да? Нету, допустим, у некоторых времени куда-то бежать, куда-то идти. Некоторые интроверты, извините меня, не хотят там сидеть и говорить, насколько они знатоки своего родного языка, зная только 2-3 слова. И вот этот онлайн-формат, конечно, очень удобный. Вы прямо здесь вот четко попали. Спасибо. А еще очно хотят. К нам вышли классные руководители. Есть якутские классы, да, ведь в школах. И там приходят дети, которые русскоязычные. То есть 38 детей, и буквально половина говорит на русском языке. И там же есть якутский там. Вы согласитесь же, да, как учитель? Потому что я тоже знаю это. И вот это прям мне прям писали, создавайте такие краткосрочные курсы, где ребенок будет понимать в школе язык учителя.
Мамочки. Это же тоже проблема, да, ведь? Почему таких нет? Очные давайте Большая открывайте проблема. в центре. Мгм. Мы над этим тоже задумываемся. Тоже есть в планах. План расширения это уже большой. Конечно. Мгм. Мы не только онлайн-формат рассматриваем, но и очный формат тоже. Мгм. Ну, это примерно будет. Ну, примерно... Дайте пока- нам еще год, полгода, да? Да, Мгм. примерно полгода, год, не знаю, может, с сентября с этого года. Ну, примерно так. Больших таких планов на это нету. Как Мгм. пойдет, как реализуется. И вот насчет школы тоже думали, да, что чисто на якутском языке, к сожалению, в нашем Якутске есть только 3 школы. Это АИКАТА, Мгм. ЯГНГ и СХ-гимназия, где чисто на якутском языке. Шамаев школа. Да, ну, Ирли, там Ирли. поступают. Мгм. А где вот общедоступно, вот это АИКАТА, А, ЯГНГ, там у нас поступает СХ-гимназия. Но школ у нас сколько в Якутске? Мгм. Тоже вот сейчас подумала, а школ-то Да. сколько? И всего лишь 3 школы, где только чисто на якутском языке. Возможно, есть классы, конечно. Ага, там Классы якутские, есть. Классы Да, есть. классы Но есть. среда-то. Да. Опять снова среда. И влияние, опять же, да? вот этих Среда, высот. влияние, оно очень большую роль играет, Аллах. Вообще, Ну вот из своего учительского Да. опыта, конечно, Мгм. к вам. вот последние годы, да, вот когда 3 года тому назад я работала, уже начальные классы приходили дети уже, хотя это сельской местности, но уже говорящие на русском языке. Это из-за чего? Ну это Или из, это не агата знаю. сахалы сангара Да, джеригер, да? Но. у них да, родители говорят Мгм. на русском языке. Мгм. Ну это может быть, не знаю, влияние Гаджетов. гаджета, Мгм. может быть, или, ну это я даже как-то некорректно могу сказать, или я воздержусь. Воздержитесь, да. Ага. Насчет Ольга вот Владимировна. гаджетов, Мгм. сейчас очень модно стало вот канал Току, Мгм. НВК. Мгм. Мгм. И буквально вот позавчера я услышала то, что вот в группе Сирегиде, Мгм. Пелегиде, Мгм. написали, что вот маленькому ребенку включили канал Току, полуторагодовалый. С маленьких лет она начала говорить на якутском языке очень хорошо. Мгм. Мгм. Вот, то есть Току очень сильно помогает. Какую среду Да. создашь ребенка, Мгм. да? Мгм. Ребенок так и будет говорить. Да. Вот это мы сами взрослые создаем. Вот. Да. Мгм. И как бы искусственно все это. Мгм. Или то ли у родителей времени Мгм. не хватает для разговаривать с ребенком. И вот чтобы у родителей хватало времени, и чтобы Мгм. наш детский Да, телеканал процветал. хотя бы вот по Поэтому- телевизору, да. да. Отлично. Эти- Спасибо большое, что вы к нам Мгм. пришли, Спасибо уделили большое. нам время, рассказали про свою онлайн-школу. А наши дорогие телезрители, радиослушатели, до новых встреч.